3, 2, 1. Всем привет, ребята! Сегодня у нас в городе минус 44, охлажденная ветром, да? Получается так. Ходовка вся задубела, даже вот еду, вот малейшая, как его, кочечка, подпрыгиваешь на ней, телефон весь трясется. Да ладно, пусть так и будет. Мне ходовка как бы особо и не нужна, так как машина у меня всегда ночует на улице, в любой мороз. И в принципе, смотрите, ну, не знаю, видно, нет, окна, прозрачность. А как мы это сделали, я покажу сейчас. В Якутии наконец-то наступила оттепель, вернее, вчера, позавчера, можно сказать, было минус 40. И я решил сегодня вечером утеплить стекла, боковые стекла, потому что Якутию отапливать киловаттами это очень-очень-очень невыгодно. Давайте придумаем что-нибудь. В прошлом году мы утеплили боковые стекла, но одним слоем. В этом году я попытаюсь сделать максимально, может быть, мы сделаем двойной слой скотча, дабы увеличить прослойку между стеклами, ПЭТ-пленкой и стеклом, дабы увеличить какую-то теплоизоляцию. Вот сами видите, что сейчас в принципе очень небезопасно передвигаться. Сейчас в салоне где-то примерно 5-10 градусов тепла, да, нагрета машина, но машина у меня всегда стоит на улице. Минус, вот когда 40 было, я заходил, получается, батарея у меня там была примерно минус 10, минус 12, 13, где-то у меня есть скрины, я покажу. То есть все-таки надо чуть-чуть поболее мощно утеплить батарею, но это мы, наверное, не будем делать, так как минус 15 даже, ничего не страшное. Как опасный тут поворот, конечно. Получается, что мы имеем? Почему я так долго затянул? Аня, посмотри там. Это Якутск, детка. Совсем замерзла. Так это, целых 3 недели стояла на улице, каждый день ездила, машина промерзла. Сколько было? 40 градусов-то было точно. Так, ребята, напомню, что мы сегодня будем делать. У нас наступают морозы. Мы будем клеить пленку. В прошлом году мне не понравилось то, что мы сделали. В том плане, что вот эта вот пленка, то есть клей, так называемый скотч двойной, он был слишком тонкий. Вот, то есть вот он, это прошлогодний, который остался. Мы его проклеили по контуру. Вроде бы вначале было нормально, но потом все равно она, из-за того, что слишком тонкая, она приклеивалась к стеклу. И эффект двойного стекла отсутствовал практически, все равно промерзало. Да? В этом году мы взяли в 2 раза толще, да, вот получается, такой вот, если видно, она в 2 раза толще. Если получится, мы сделаем эту же еще вдвойне. Как получится, посмотрим. Но вообще эффект будет ли?
тоже проверим. И еще на одно заднее стекло, да, то есть одно будет двойное, как спереди, сзади будет на этой, но одно стекло мы сделаем вот этой вообще максималка, то есть она вообще толстая. И проверим, будет ли разница между этими двумя стеклами. Может быть, вообще стоит такими заморочиться в следующий раз, чтобы пофиг, будет некрасиво, но зато будет в машине как дома, грубо говоря, тепло не будет никуда уходить. У нас прошлогодние остались, то есть мы это же стекло будем использовать второй раз. Я думал в прошлом году, что надо будет опять вырезать, ну типа она портится там от тепла или от чего еще. Ну, проверим. Бля, 20 секунд. Может, реально сделаем на эти белые, что-то вообще легко делается, чем на те в прошлом году. А, мы долго просто трафарет делали, да? А тут отклеил, да? Всякий случай. Ты же здесь не заклеил? Нет. Все, там есть, да, воздух? Угу. Все четко. Ну сейчас попробуем перед поснимать. Снять тонировочку. Короче, сзади вот так решили. Чисто, чтобы меньше сюда тепла шло. Так, ну вот у нас получилось здесь так сделать. Но спереди мы будем клеить. Жарко стало. Нашей вот этой. Будем клеить наши спереди. Но сначала нам надо снять тонировку. Я никогда не снимал тонировку многоразовую. Сейчас попробуем это сделать с первого дубля. А, так она вообще... Иди. Оп. То есть при гаишнике так она и сниматься будет. Оп. Опа. Сняли. А потом летом попробуем ее также легко и приклеить. Что из этого получится, посмотрим. Многоразовая пленочка. Тут она внутри мокрая, кстати. Процесс пошел. Решили одинарным все равно слоем, потому что по сравнению с этой она толще все равно в 2 раза. Видно, да? Или ничего не видно? Ага, видно. Ту-ту-ту-ту-ту. Так что, ребята, не обязательно, кто в Якутске живет, вам гараж, надо просто утеплиться. А говорят, здесь в городе еще появились мастера, которые это делают там за 700 рублей. Или за сколько, не знаю. Но мы привыкли делать все сами, да? Ничего, вроде как лучше, чем в прошлом году. Тут сделали такие вот вставочки, чтобы не прилипало в этом году к стеклу и типа больше пространства оставалось. Получается вот так вот. Тут, конечно, косячок, но это так пойдет. Попробуем так в этом году. А вдруг лучше будет, чем тот скотч. Да? Или что, или давай, может, ту сторону сделаем двойным таким. А? Давай попробуем. Короче, ребята, влаги в машине много.
влаги, надо хотя бы 2 дня просушить машину, чтобы она просохла. С крыши вообще там потекло, потек ручей воды. Просто нереальный поток воды вышел. Я вообще был в шоке. То есть крышу в любом случае надо утеплять. Мы только выехали, сразу лоб затянуло, его надо переделывать. Ну, делать максимально толщину, как здесь. Вот, сравните, здесь двойная толщина. Вообще печка на нее вообще сейчас не дует, на окна боковые. Вот, покажу. То есть вот так вот сейчас дует только на лоб и на ноги. А боковые вообще, то есть их не затягивает. Видно, вот мостик холода проходит. И практически все видно. Конечно, завтра будет видно после ночи. Глянем, что кого. Но в машине стало теплее. Естественно, это после гаража. Но, еще раз говорю, надо 2 часа. Это мало. Это мало, чтобы машина просохла. Когда я выезжал, она еще до сих пор вся... Очень много влаги было. Ну, так и внутри, как и снаружи, конденсат. Поэтому я, наверное, в ближайшее время на 2-3 дня гараж найду, чтобы она там постояла, просохла полностью. Когда посмотрим, мне кажется, должно быть гораздо лучше. Ну, все, и так будем раз в месяц